Сегодня у реабилитантов вместо групповых занятий и терапевтических бесед погружение в мир кожевенного ремесла под руководством опытного мастера Беслана Дарбазанова. Молодые люди учились создавать своими руками натуральные кожаные ремни с использованием минимальных ресурсов. Вот мы взяли, да, шаблон, видно, да? Делаем верхние вот эти отверстия, нижние. Молодые люди, которые так заинтересованно погружены в процесс работы, с далеко не легкими судьбами. Каждый пациент, оказавшийся в реабилитационном центре, находится здесь по 3 причинам. Это наркотическая, алкогольная и игровая зависимость. Стадии у всех разные. Главное для реабилитантов сейчас – это полная занятость и отсутствие свободного времени. Работа с кожей требует сосредоточенности, точности и терпения, качеств, которые так важны на пути к выздоровлению. Для пациентов реабилитационного центра сегодняшние успехи в работе – это маленькая победа, которая поможет им верить в свои силы и возможности. Вы знаете, в рамках программы планируется провести серии мастер-классов по кожевенному ремеслу, то есть буду обучать людей создавать ремень, да? Благодаря нескольким инструментам и куску кожи. Программа осуществлена благодаря поддержке Министерства печати и информации нашей местной, да, нашего региона и фонду президентских грантов, за что им, конечно, огромная благодарность за то, что они помогают в этом направлении. Мастер-класс мы сегодня проводили в одном из реабилитационных центров «Шанс», считаю его не только одним из лучших в регионе, да и вообще на Кавказе, не только на Кавказе. Вот, собственно, здесь мы проводили мастер-класс, чтобы показать людям, которые борются с этой болезнью, да, будем называть вещи своими именами, как бы поддержать их, развеять их, и чтобы они видели, что социум переживает, думает о них, и их никто не забыл, не бросил. То есть, собственно, с такой целью, с одной из целей было, собственно, проведение этого мастер-класса. Справлялись все шикарным образом. Все шли на контакт, открытые, отзывчивые, молодые люди. Никаких проблем не возникло абсолютно. Реабилитационный центр «Шанс» функционирует в Ингушетии с 2023 года. За это время здесь получили помощь множество молодых людей, которые находились на переломном моменте своей жизни. На сегодняшний день здесь проходит лечение более 20 пациентов. А железное правило центра – четкое следование расписанию. Так как зависимый утром просыпается в очень плохом настроении, утром у нас идет ежедневник, обливание, зарядка, уборка. Все эти инструменты очень равняют эмоциональное состояние. Далее уже идут мероприятия, направленные на психоэмоциональное состояние. Утреннее собрание, малые группы, принятие шаговых заданий, индивидуальные консультации. Также лекции обязательно у нас, кроме выходных, во все остальные дни лекции даются консультантами и психологам тоже. Возрастной диапазон реабилитантов от 18 до 60 лет. Самый молодой пациент, проходящий здесь лечение, только недавно достиг совершеннолетия. Как правило, за помощью в центр обращаются родственники страдающих зависимостью. Сами уже не справляются, а зависимый проблему отрицает. Попав сюда, молодого человека ждет полноценный курс лечения. Первый месяц человек восстанавливается, биологически, скажем так, да, здоровье восстанавливает. Второй, третий месяц он находится еще в отрицании, нету здравых мыслей. И только вот с 3-го месяца он начинает что-то понимать программу, те задания, которые он пишет, да, вообще слышать нас, консультантов, наши обратные связи. И вот где-то от 6 до 9 месяцев полный курс. Если же наших пациентов родственники забирают раньше и не дают ему долечиться, то это опасно тем, что человек может просто сорваться, потому что не долечился. В один из курсов реабилитации входит помощь братьям меньшим, которые здесь живут со своей мамой. Уход за котятами и их кормление поможет снять стресс и получить небольшую природную дозу дофамина. Мадина Цора, Мухаммад Индиев, Магаз 24.